Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Нравится то, что мы делаем? Поддержите нашу работу. В Марийском вилаяте в июле в большом количестве появились неизвестные прежде местным жителям насекомые. По сообщениям источников Turkmen News, их завезли вместе с вещами из Ирана. Небольшие полупрозрачные жучки, отдаленно напоминающие комаров, летают тучами. Их можно обнаружить массово сидящими на стенах, как снаружи, так и внутри помещений. Если жучка раздавить, он воняет как клоп. Насекомые не кусаются, но мешают людям из-за своего большого количества. Например, они заползают в уши спящему человеку. Некоторые родители вынуждены не спать ночами, чтобы отгонять насекомых от детей и дать поспать хотя бы им. Бытовые инсектициды на этих насекомых не действуют. Жители обратились за помощью к властям, после чего некоторые подъезды обработали хлором. Но и это не помогло. Единственный способ, который работает, это убивать насекомых в помещении, а потом закрывать окна и двери, чтобы не налетели новые. Опрошенные Turkmen News эксперты заявили, что эти насекомые принадлежат к подотряду клопов, однако точно определить их вид не получается. В подотряд входит около 40 тысяч видов из примерно 50 тысяч семейств. Их внешний вид и поведение очень сильно различаются в зависимости от условий обитания, а вот пахучие железы с характерным запахом – яркий признак большинства представителей. Далеко не все клопы питаются кровью теплокровных животных. Среди них есть и травоядные, и хищники, убивающие других насекомых. Специалисты говорят, что если насекомые не кусаются, то ситуация не так страшна, как могла бы быть, а бороться с ними можно только механическим путем, собирать пылесосом, а если они летают, то липкой лентой от мух. Хотите сообщить интересную новость? Напишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. Нравится то, что мы делаем? Поддержите нашу работу, станьте спонсором.